Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мы на прошлом занятии с вами начали разговаривать насчет правила римское 3, да? Про что? Дафун дарура, да? И взяли с вами правило, первое правило, ад-дарурат тубиху аль-махдурат, и сразу с вами добавили второе правило к этому, ад-дарурат тубиху аль-махдурат бикадари дарура. И говорили, что переводим ад-дарурат необходимость, да? Делает разрешенным, да? Или разрешает? Разрешенным, запретным. Разрешает. Делает разрешенным или разрешает. Да, делает лучше, наверное. Делает разрешенным. Махдурат запретные. И бикадари дарура по мере необходимости. И с вами разобрали какие моменты? Не помню? Восстановление. А? Восстановление жизни. Да. Что угроза жизни и принуждение к зина. И еще третий момент, еще есть момент, когда заставляет причинить боль родителям. Тоже на уровне. То есть человек должен отказаться от этого. Иншаллах, сегодня это правило, скорее всего, у нас пройдет, опять-таки, весь урок на разнесение или продолжение вот этого правила, потому что это самое основное правило, что касается вот этого раздела. Оно как бы практически можно все включить, если подробно не расписывать другие правила. Первое, так скажем, буква А, наверное, вот так сделаем. Буква А. Первое, что касается угрозы жизни человека. Что касается угрозы жизни человека. То есть, первое, так скажем, подпункт А. Будем разбирать вопросы, что касается угрозы жизни человека. Логически, или, так скажем, с гуманной стороны, если так подходить, или логически, на самом деле, жизнь человека, это, наверное, номер один, которую вообще человечество ставит на что? На первое место. Фильм «Армагеддон», помните, да? Который там жертву с собой, лишь бы спасти землю, да? И в любых таких фильмах, когда что касается человечества, люди идут уже на какие-то там, так скажем, неразумные вещи, да? Мы сейчас подойдем с вами, отойдем от Армагеддона, подходим к шариату. Что, на каком уровне вообще жизнь человека со стороны или с точки зрения шариата? Да, первое место. То есть, на самом деле, ради жизни человека все остальные запреты или все остальные повеления, они утрачивают свой статус. Да? Если, например, человеку надо молиться, намаз читать, хирург делает операцию, ему можно оставлять намаз. Да? Он не может уйти от этого, потому что жизнь человека первостепенная. Если человеку угрожает какая-то угроза жизни со стороны, так скажем, хищника или чего-то, человек может пропускать что? Не выйти во двор, не взять тахарат, а только с таяммумом читать что? Дома намаз. Если угроза жизни человеку стоит, то ему нельзя что? Поститься. Уже обязан он не поститься.
Если он точно знает, что это тоже, если точно ему сказали, что будешь поститься, и болезнь будет усиливаться, он уже будет обязан оставить. Или он обязан, как мы на прошлом уроке говорили, у него только еда харамная, то есть какая-то мертвечина там. При пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже такое было, что верблюд умер, и они во время голода вынуждены были кушать это верблюда, и спасло их от голодной зимы. То есть они перезимовали, вышли зиму именно через посредством то, что кушали мертвечину или сдохшего верблюда. Да? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям на это как бы и дал разрешение и добро. Поэтому любой хоть запрет, хоть повеление, неважно. Главное, чтобы не касалось угрозы жизни другого человека, то есть не должно затрагивать честь другого человека в качестве вина или насилия, и не должно затрагивать честь родителей. Честь родителей. Вот эти три параметра, на которые нельзя покушаться, а в остальных случаях все запреты угрозы жизни человека. Почему такой статус человека дано шариатом? Даже ангелам приказал поклониться. Во-первых, ангелам приказал поклониться кому? Адаму алейхиссалям, да? То есть возвысил уровень человека, то, что даже ангелы все поклонились, сделали садж, да? Аллах субхану тааля. Оставление религии вроде бы записывали. Да, и оставление религии, это уже как бы угроза жизни, да, этот момент еще. То есть там есть выбор, можно и так, и так. Там и так. А здесь выбора нет. Когда угрожает тебе покушаться на другую жизнь, у тебя выбора нет. А там есть выбор, там уже другой. Там две пути. Можешь этот выбрать, эту дорогу и другую дорогу, да? Вот. Шариатом дано это то, что Аллах субхану ва тааля возвысил человека на первую степень, на наивысшую степень, и сделал его наместником на земле. И в хадисах, и в некоторых риваятах, некоторые из них слабые, но их очень много, что Аллах субхану ва тааля перед Аллахом разрушение Каабы 70 раз легче, чем пролитие крови невинного человека. То есть, когда проливается кровь невинного человека, это перед Аллахом намного хуже, чем разрушить Каабу, то есть свой дом, или дом поклонения Аллаху, Каабу 70 раз. Или в других, что разрушение всей Вселенной, звезд и планет, то, что всей Вселенной, перед Аллахом намного легче, чем пролитие крови невинного человека. Невинного, то есть, верующего или любого? Там идет и так, и так. Верующий или у любого. Там, ну, в принципе, сотворение Аллаха субхану ва тааля. Сотворение Аллаха субхану ва тааля. В Коране, когда говорится про пролитие крови, говорится про всех людей. «Ман каталя нафсан бигари нафса фасаден фил ард, факааннама каталя наса джамиа». Тот, кто убьет человека, то есть не по праву, то есть это не какая там через судебное или что-то, да, не по праву, то как будто бы он погубил все человечество. Все человечество. И самый первый судный день, который вопрос будет поставлен в судный день начнется с чего? С пролития крови. То есть судный день начинается с первого вопроса, это где была пролита кровь человека. С этого судный день, первый вопрос. Не намаз, там, не другие, там, не какие-то гражданские правоотношения, какие-то, или вопросы, там, вопрос талака или чего-то. Или не вопрос веры, ты мусульманин или не мусульманин. Не вопрос, а именно начинается вопрос крови. Это раз. Во-вторых, мы знаем, что Аллах субхану ва тааля говорит, что в суре Ат-Тин ва Зайтун «Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим». Мы сотворили человека самым наилучшим образом. Поэтому в любом случае, вспомнил этот, во времена Малик, сейчас опять, к вчерашнему уроку мы по историю тарих ташрия, да, историю становления фиха обратно. И оттуда возьмем, и отсюда. Во времена Малика один мужчина приходит и спрашивает Малика, а имам Шафии был молодой, еще в то время как раз находился рядом,
И он всегда любил находиться, когда имам Малик отвечает на вопросы. Всегда любил находиться рядом. И один мужчина приходит к имаму Малику, вот опять-таки фикх, да, фикх. Ответы как меняются. Что, когда задаем же вопрос, почему разногласия? Разногласия потому, что не на все есть хадисы, и не всех по хадисам живут. А именно делают такие дела, что и ни в хадисах, ни в Коране не написано. То есть Аллах Субхану ва Тааля не сказано, и в хадисах не написано. Этот мужчина приходит и говорит имаму Малику, я, говорит, жене сказал, если твое лицо не красивее, чем луна, это на арабском звучит, бадр, то есть если получается, что если луна красивее, чем ты, то тебе талак. То есть имам Малик отвечает, ну, значит, талак. Потому что красивая луна, она красивая, а жена еще под вопросом. Да? И когда мужчина выходит, имам Шафии, молодой, он любил всегда выслушивать вопрос. Говорит, какой ты вопрос задал имаму Малику? Говорит, такой-такой. А что он ответил? Он сказал, что у меня жена разведена. Все, у нас развод произошел. Он говорит, нет, не произошел. У вас развода нет, говорит. Иди вернись имаму Малику и скажи, что у вас развода нет. И этот мужчина, то есть с имамом Шафии берут. Почему говорит так? Потому что, говорит, Аллах Субхану ва Тааля говорит, мы сотворили человека самым наилучшим образом, и никакая ни луна, ни солнце, ни какая-то ни звезда не может быть лучше, чем лицо этой женщины, какая бы там она ни была. Вот фикх, понимаете, да, ситуации в жизни, они очень много. И можно по-разному подойти, и этот же аят кто-то может использовать, а кто-то не использовать. Поэтому, когда имам Шафии то же самое спорит уже с учеником Абу Ханифы, Мухаммад Хасан аш-Шайбани, который учился тоже у имама Малика. То есть два студента были, то есть ученика, не студента, два ученика. Имам Шафии тоже учился, но имам Шафии с маленьких лет учился у имама Малика. А имам Мухаммад Хасан аш-Шайбани, он учился сначала у Абу Ханифы, потом у ученика Абу Ханифа, Абу Юсуфа учился, а потом только учился у имама Малика. То есть в любом случае Мухаммад Хасан аш-Шайбани, второй из самых видных деятелей Абу Ханифы, ханафитского масхаба, и имам Шафии, который учился также у имама Малика, они вдвоем встречаются, и имам Шафии обучается у Мухаммад Хасан аш-Шайбани. И имам Шафии говорит, что когда Мухаммад Хасан аш-Шайбани, ученик Абу Ханифы, давал тафсир Корана, было такое ощущение, что Коран был ниспослан ему, Мухаммад Хасан аш-Шайбани. То есть он так, говорит, знал Коран, и если бы другой, говорит, не знающий ислам или не знающий вообще какой-нибудь аджнаби придет и посмотрит на Мухаммад Хасан аш-Шайбани и с первых дней послушает его, он подумает, что Мухаммад Хасан аш-Шайбани был ему ниспослан Коран, потому что он все так хорошо разбирался, то есть в тафсире. Но и с другой стороны, еще Мухаммад Хасан аш-Шайбани был очень сильным языковедом, люгави. То есть очень хорошо знал язык, арабский язык. И имам Шафии обучался у него. В некоторых табакатах, в некоторых этих источниках даже говорится, что Мухаммад Хасан аш-Шайбани, ученик Абу Ханифы, женился потом на матери имам Шафии, и имам Шафии был его приемным сыном. Вот. Все там, да. То есть, ну, имам Мухаммад Хасан аш-Шайбани 132 года, а имам Шафии 150-го, получается на 18 лет старше, чем имам Шафии. Практически 18 лет уже нормальный возраст, чтобы это, да. Это один из таких риваятов, но точно потому, что в других источниках это редко можно найти. Я чуть-чуть отошел, конечно, опять к вчерашнему уроку пришли, да, как все это все запутано, и как они друг друга видели, и как они жили вот одной семьей, или как они встречались. И когда имам Шафии спрашивает Мухаммад Хасан аш-Шайбани, кто лучше, Абу Ханифа или имам Малик, Мухаммад Хасан аш-Шайбани, хотя учился 4 года у Абу Ханифы, с 14 по 18 лет,
Да? И учился также у имама Малика 4 года. Практически Мухаммад Хасан Шайбани, такой же ученик Абу Ханифы 4 года, такой же ученик имама Малика 4 года. Но он все равно относит себя к ученику Абу Ханифы. Хотя он тоже это. И весь Муатта имам Малик приводит также Мухаммад Хасан Шайбани, всю книгу имама Малика, он тоже приводит. И он говорит, что Абу Ханифа, говорит, был более акьяс, более мог вот так подходить к некоторым вопросам, что правильно мог вытащить какой-то истидляль, то есть извлечением каких-то далилев, и правильно поставить вот эти далили на эти места, чем имам Малик. И с этим, что согласился имам Шафии, да? Но имам Шафии сказал, кто больше знал Коран, кто больше знал сунну, говорит пророк. Мухаммад Хасан Шайбани, говорит, больше знал сунну имам Малик. Это нельзя отрицать. Ну все тогда, говорит, ну все. На этом все. То есть, что говорит, что иногда правильно уметь брать далиль и использовать в каком-то нужном месте, вот это и называется фикх. А не просто, ну, вот от этого и зависит, от этого решения, да, зависит, мужчина уже мог уйти к жене и сказать, мы разведены, а по другому мнению, оказывается, они муж и жена. Муж и жена. И все, имам Малик сказал, что да, он сразу сказал, что этот парнишка прав, этот мальчишка прав, говорит. Соврал, говорит, Малик, а этот мальчишка прав. Александр. Поэтому что мы чуть-чуть отошли от нашей темы, мы вообще про Дарура с вами начали интересные истории рассказывать, да? Надо более к серьезным вещам обратно вернуться. Поэтому, что касается угрозы жизни человека, первое, что? Первое это голод. Голод. Голод угроза жизни человека? Да. Самое первое, наверное, даже, да? А что подразумевается под словом голод? Он с утра не ел. Вечером можно шашлык из свинины покушать на вечер? Конечно. Уже поужинать? Нет. По захирейскому можно. Если у человека, говорит, не кушал утром, то сказать, вчера, если он кушал, если утром не кушал. Поэтому, почему я это говорю? Потому что в некоторых переводах в русских книгах я это видел. Типа человек, я вчера не кушал, то сегодня можно уже поужинать в-серьезном. Голод. Но это внимание не обращайте внимания. На это внимание, скажем, не такое правильно. Голод определяется по состоянию самого человека. То есть насколько человек может выдержать и постараться, чтобы отстраниться от этого харама. Есть, например, харамные там беляши в автовокзале, на автовокзале там продают, на вокзале где-нибудь, да? Но он знает, что все равно через 5-6 часов уже он домой приедет. Поэтому это не причина тому, чтобы на автовокзале что-то... Потому что я на личном опыте сталкивался с такими ситуациями в пути. Ну, типа, кушать-то хочется, давай покушаем. Нету уже халяля. Особенно те теряются в мусульманских странах, когда живут, и оказываются где-нибудь на наших краях. У нас-то иммунитет уже сработал, то есть за это время уже иммунитет работает, а у них они еще теряются. Типа, кушать-то хочется, давай уже похарамничаем чуть-чуть. Они быстро на это ломаются, быстро на это поддаются. Поэтому понятие голода, все понятие относительное. Кто-то может выдержать там 3-4 дня, может от харама. Насколько? И потом уже употребляет столько, сколько нужно для необходимости, только по необходимости. То есть доводить до истощения не надо? Доводить до истощения, да, не надо, но и... Состояние потери сознания. Да, состояние потери сознания не надо, поэтому сам человек... Африканские вот там, да, там в Индии дети, которые там прям... Да, сам человек здесь сам себе судья уже, да, сам себе судья. Что то же самое, как сам себе судья и с уразой. Вот, например, у кого-то голова болит. Для кого-то головная боль – это естественная вещь. То есть у него это вообще... А для кого-то
Для кого-то это первый раз как будто он видит, и он быстро теряется и сразу начинает принимать что? Лекарство. Поэтому кто быстро принял лекарство, ему тоже будет прощение на своем уровне. А тот, кто терпит, и для него это тоже на своем уровне. Поэтому кто-то, если остается ураза, у него тоже ураза будет правильно. Кто-то быстро испортил свою уразу, то есть принял лекарство, он не привык к таким болям, например. И боль тоже у всех разное, и восприятие, то есть болезнь, да, восприятие боли, черта, как называется, да, уровень. Вот это порог, да? Болевой порог тоже разный. Кто-то спокойно может это все выдержать, а кому-то это уже будет уважительная причина, а кому-то это неуважительная причина. Это здесь в этом случае тоже сам человек, каждый сам себе судья. А если терпел и умер, то, соответственно, за ним уже грех. Если терпел, это во время голода имеете в виду? Ну, или во время уразы, например, терпел, не принял лекарства. Нет, мы уже говорили, что он грешником не будет. Что касается лечения и лекарства, мы на том уроке сразу определили. Что касается лечения, излечения или лекарства, человек не будет грешником, потому что сама болезнь, она то есть излечение от болезни, это не прямая причина, лекарство это не причина излечения болезни. Это не прямая связь. Кто-то лечит, да, 100%. Кому-то операцию делают, он умирает. Кому-то посложнее операцию делают, он оживает, наоборот, бегает, да? В реанимации некоторые врачи говорят, что в реанимации лежит, мы на них даже не обращаем внимания, потому что мы знаем, что они, наверное, умрут, потому что уже, или точно, даже никто их не смотрит, не уважает, никто не обращает внимания уже. Все, типа уже, да. А он, наоборот, говорит, как миленький, на второй день бегает. А тем чуть ли там сутками стоят, думают, что есть надежда, что они спасутся, они умирают. Поэтому такой прямой причины нету. Из-за этого и греха не будет записан, если какой-то человек откажется от чего-то. И заболеет или умрет, например. А голод – это реальная причина. Голод. Поэтому кто откажется кушать свинину во время голода там, или ветчину, то он уже будет грешник. Это первый момент, да? И второй момент, мы пришли к яблоне, которую мы с вами, помните, разбирали, если можно ли там воровать яблоки, да, или там, если есть стена, Очень, я наткнулся на очень такой долгий спор, есть стена, есть яблоки, здесь упали. Вот внутри стены брать нельзя, это будет воровство. Да. А если висят уже на сторону улицы, то, говорит, это можно. Если бы не было, говорит, стены, то уже, если нет стены, то некоторые ученые тоже. В основном в ханбалитском мазхабе это вообще все разрешается. То есть здесь уже есть разногласия. Но Ибн Кудама, как мы с вами помните, в прошлом году, по-моему, Ибн Кудама, один из самых великих ученых, который написал книгу Мугни в ханбалитском мазхабе, он сказал, все равно, говорит, нельзя трогать. Потому что все далили говорят, что нельзя трогать. И желать все равно, все далили идут к тахриму, поэтому кушать нельзя. Вкратце, то, что если упало яблоко на сторону улицы, ну, желательно лучше остерегаться. А если вот. Упал? Да если даже тот, кто если даже возьмет и покушает, все равно как бы из этого не делается, о, ты харам сделал, то это тоже нельзя сказать, что он харам делает. А если на яблоне еще висит, то мы уже говорили, если висит на стороне улицы, все равно основа где находится? В черте она в черте запрещена, она связана. Если упадет на землю, уже оно будет связано с землей. Если оттуда кто-то возьмет, у него, так скажем, уже есть какое-то право, он будет прав, по мнению некоторых. Да? И здесь то же самое будем, вот этот момент тоже поточнее. Поэтому угроза жизни человека раз. И понятие жизни самой целой или же части тела тоже касается. Угроза жизни или части тела тоже. То есть угроза лишения руки,
угроза лишения глаза или ушей, или другого, то есть любого органа, оно все равно будет рассматриваться как тело полностью. Тело полностью. Поэтому ад-дарура, вот эта необходимость, оно касается как самого тела в целом, так и по частям. Если угроза какой-то части тела есть, то это уже понятие будет ад-дарура. Ну, насчет пересадки органов мы уже обсуждали, да, то есть, наверное, возвращаться к этому не будем. То есть, если человеку просто так нельзя, но если родственники дают разрешение на это, и уже ученые, да, то есть медики, врачи дают уже точное, то есть уже мозг, например, умер, еще сердце работает, в данном случае уже можно делать пересадку сердца по разрешению родственников. Получается, в исламе самое главное, что мозг умер, это уже он считается, а не сердце, да? Да, сердце какое. Ну, это понятно, что здесь дело в том, что уже есть точное доказательство по медицинской части, что человек уже на ноги не встанет, или уже он не сможет уже. Или там уже точно ясно, что осталось сердце биться, там осталось какой-то нерв от мозга, который еще дает сигнал на сердце, вот скоро он ее, и там отключится, ну, рак мозга бывает, там же полно всего этих, рак мозга, например. Вот эта область еще, она не охвачена, так скажем, поэтому сигнал еще подает, поэтому сердце еще живет. А так уже на все 100% уже человек уже не встанет. Вот в таких случаях разрешается дать пересадку, потому что здесь есть вероятность, то, что он сможет посредством этого, есть вероятность, не точно, и потому что пересадка сердца тоже непонятно, как пройдет, да? Есть хотя бы какая-то надежда, что можно спасти другую жизнь. А что касается помимо человека, другого животного, если все-таки когда-нибудь научится, иншаллах, или научится делать пересадку сердца от другого животного, да? Ну, конечно, у нас в кандидатах кто? Свинья только, да? Вот. Спасти жизнь человека, то тогда помимо человека, то, что другие животные, они будут рассматриваться как вероятность спасти жизнь человека, то это будет разрешаться. То же самое, вот, допустим, череп, если человеку поставят от черепа другого, да? Ну, неважно что, да. Вот но это не приживется. Тело попадает. Не приживется. Второе лечение. С голодом разобрались, да? С голодом разобрались. Лечение. Лечение, по мнению большинства ученых, тоже, если харамное лекарство, они все-таки, то есть опять там говорят, по мнению ученых мусульман или по мнению медиков мусульман, здесь уже вот это слово мусульман, мне кажется, на данное время у нас все медики, они любое мнение профессионального медика, оно будет считаться доказательством или основой. У нас раньше в средние века, да, потому что непонятно было, то ли не доказано, все на личности останавливалось, на личностях. Как медик скажет, да, так и будет. А сейчас уже конференции проводятся разные там на уровне, там сейчас другой уровень знаний, который дают медики друг другу. И это как уже у них закон, неважно он там мусульманин, не мусульманин, получил Нобелевскую премию, не получил, дело уже не в этом. Поэтому если уже есть медицинское заключение или там решение, что это лекарство помогает, или там же экспертизы проводятся, разные испытания проводятся, это, там, поэтому от ислама, потому что до сих пор вот это слово, то, что должно быть мнение мусульманина. Понятие мнения мусульманина это касалось средних веков. Потому что медицина, она была непонятна, кто-то скажет так, кто-то скажет так. А сейчас делается все открыто и через разные испытания, через экспертизы и разные подтверждения. Поэтому здесь, если медицина вообще говорит, слово, да, медицинские заключения говорят, что это лекарство, если оно лечебное, оно как бы и поможет этому человеку, то это будет считаться дозволенным, если оно даже, так скажем, харамное.
И нету, если при условии нету аналогов. Если нету аналогов. Лечебное просто или именно которая жизнь спасает? Что касается вообще лечения, оно касается всего. Не только угрозы жизни. Понятно, от этого человек не умрет, подумает, что отсохнет что-то, да? То есть, это уже не обсуждается. Что касается аманат тела, ну, допустим, зрение. Возьмем зрение. От этого же человек ослепнет, например, и умрет, например, да? Не умрет же от этого, то, что ослепнет. Все равно ради понятия жизни, это любая угроза к части тела или любому органу, неважно, это связано с жизнью или не связано, кроме, конечно, профилактических. То, что связано лечебных, разрешается. Если профилактический массаж, какой-то крем или какой-то там настойка оздоравливающая или еще там, я даже не знаю, поддерживающие вот эти, то это профилактических или там косметических целей, которые, это уже не входит в это дарура. Не входит. Так, у нас с этим мы с вами... Что еще может угрожать жизни человека? Дикое животное. Дикое животное? Ну, хищник об этом. Это уже дарура никак не входит. Страх, допустим, сильный, может разрыв сердца быть человека. От дарура. И что делать? Ну, Как можно харам ему использовать так, чтобы у него страх пропал? Напиться. Третье. Лечение понятно, голод понятно. Третье. Принуждение. Икра. Принуждение, но это очень редко. И принуждение делится на два вида. Икрах мальджи. Икрах мальджи. Икрах гайру мальджи. Икрах гайру мальджи. Икрах, когда первое принуждение, это когда икрах мальджи, это когда есть угроза жизни человека и есть уже факторы, которые об этом, то есть пистолет в лоб, например, да, или нож в горло там подставили. То есть это серьезная угроза, то есть угроза, где есть на самом деле угроза жизни человека. Да? В этом случае, если его заставляют, например, совершить какой-то харам, вот, допустим, там, какой харам может быть? Ну, подписать кредит, например, да? Да. Ну, съесть, например, от этого, они-то ничего не выигрывают. Украсть что-нибудь. Да, или украсть что-нибудь, да? Вот это будет считаться икрах мальджи. А икрах гайра мальджи, когда нет угрозы жизни человека. Это типа сейчас на словах может быть. Я сейчас тебя ударю, разобью твой телефон, да, еще что-нибудь. Это нет угрозы жизни человеку, то тогда в этом случае харам совершать что? Нельзя. Когда есть уже угроза мальджи, заставляют продать дом, например, да, раньше там утюг там ставят. Продашь, не продашь, подпишешь, не подпишешь. Вот это будет икрах мальджи, принуждение. Здесь икрах мальджи. Мы насчет веры уже с вами говорили. У человека есть два выбора. Он может выбрать что? Спасение своей жизни. Из-за жизни, что он внешне может отказаться от веры. Имеет право. Чтобы сохранить свою жизнь, он может что? Языками, вернее, языком своим говорить разные грязные слова про что угодно. Или вообще слова неверия, слова куфра, ругать кого они хотят. Потому что жизни это является причиной, сохранить свою жизнь является причиной, чтобы...
Ну как, да. Но опять-таки в СССР были какие же? Они же, никто пистолетом не ходил. Там же и крах был, гайри мальчик, что мы у тебя партийный билет отберем. То, что мы тебя позор на доске позора выставим, еще что-нибудь. То есть это все угрозы были какие? Это не было поводом, чтобы отказаться от веры. Вот мы с вами и разобрали нашу молодость. Когда там на Гаит не ходили в школу мы на праздник, на Курбан Байрам, на Ураза Байрам, нас сразу на второй день вытаскивали и позорили там на доске, около доски, в линию все вставали, кто не приходил вчера на Курбан Байрам. Помните этот момент? С кем-то было, нет? С нами было. Сколько садака собрали, каждый отчитывался, финансовый отчет был. Финансовый отчет, сколько садака собрали в мечети, там на этих. И полностью мы как честные, как советские люди, полностью выкладывали, не обманывали. У нас даже в мозгах не было, чтобы попробуй сейчас детей спроси, они такую цифру назовут, что это. А мы точно все отчитывали, сколько собрали, что делали, что мы. Но это все было что? Какой был и крах? И крах позора. И крах, там, это было не крах, а и крах, да, принуждение путем позора или что-то, это все не было угрозы жизни. Поэтому никак это у нас не являлся причиной, чтобы отказаться от веры. Мальджи – это вынужденный. А тюрьма, куда надо подходить? Под первый или под второй? Там нет угрозы жизни. Ну, допустим, убьют из тюрьмы человека. Но если уже там к этому все идет, к этому все это однозначно, то тогда уже будет мальджи. После урока можем подробно все это обсудить. Да. Так. А убить одного человека, чтобы спасти 100 человек, нельзя? Это уже маслаха. Это уже, иншаллах, мы по другим половинам. Давайте будем о хорошем чем-нибудь. Спасти. 100 человек. Да, чтобы спасти человека. 100 человек. Это маслаха. Это имам Газали очень много про это объяснял в своей книге. То есть это. Сейчас еще мы с вами начнем говорить буква Б. То, что с угрозой жизни человека разобрались. Первое – это голод. Потом второй – через медицину, через лечение. Есть угроза, то есть болезнь, да? Голод, наверное, здесь не лечение, наверное, болезнь надо было написать, да? Болезнь, а решение этой болезни что? Лечение, да. То есть первое, то, что касалось голода, второе, это было болезнь, и третье, это у нас принуждение. Вот основное три, что можно вообще в жизни нам угрожать. Болезнь, голод и принуждение. А вот принуждение это уже для мусульман только, да? Потому что в Коране рассказывается о народе, которые сожгли в Арбу. Да. Они отказались. Да. Это вот, получается только для мусульман вот эти правила? Нет, то, что касается здесь веры, то это правило только для мусульман. Но принуждение, которое касается, например, отнимают имущество или под угрозой жизни, этот будет договор правильный или неправильный, это касается всех. Или забрали у него насильственным способом, забрали у него имущество. Приехали там, все забрали, и квартиру, и машины, и этот. Тоже был разбой, или там в пути его там остановили и забрали у него, обворовали под поводом угрозы жизни. Это до ислама это правило не существовало или оно появилось? Нет, оно всегда существовало. А почему тогда не воспользовались и вот этот народ? В то время? То не спасти. Я же говорю, опять у них-то был выбор спасти свою жизнь, или же другой, выбрать саму веру. Они выбрали веру. То есть это мощнее, что ли? Как? Вот здесь и вопрос, какой из них будет более правильный. Абу Ханифа по ханафийскому мазхабу выбирает смерть, это лучше, чем жизнь. Что касается веры. По Абу Ханифе. Шахидами, получается, Да. Но есть же еще рассказ о служанке фараона, у которой тоже она причесывала волосы дочери фараона.
И когда у нее падает вот эта расческа, она поднимает с пола и говорит «Бисмилля». И дочка слышит что-то непонятное. Что за имя? Говорит, это имя моего отца, что ли? Так, моего отца зовут во имя Бога. Бог-то у них только отец был, фараон. Что за имя моего отца? Говорит, нет, это не твой отец. А что за еще отец, говорит, который во имя, это только Аллах, это только мой отец? Она говорит, нет, Аллах это Господь твоего отца и твой, и мой Господь. И она доложила своему отцу, фараону, ее поймали, и у нее было несколько детей, сплавили олово, было сплавленное олово, и по одному ребенку начали кидать перед ее глазами именно вот это расплавленное олово. И там сразу дети у нее умирали. И когда был грудной ребенок, она уже из-за грудного ребенка, своего которого держала, она хотела отказаться уже, чтобы спасти жизнь грудного ребенка, который практически в жизни ничего не видел. Да? То есть, те-то взрослые уже ребята, например, сыновья-то еще одно дело. И она хотела, и тогда уже этот ребенок заговорил, только что новорожденный ребенок, и сказал: «Избери яума, иннаки аляль хак». То есть, терпи, мама, поистине ты на правильном пути, ты давай, типа, не сворачивай. И она идет и тоже бросает своего ребенка, и сама же туда тоже бросается. Это была жена двоюродного брата фараона, из семьи фараона, говорят даже. Она даже была из семьи фараона. То, что она сама бросилась, это можно, получается. Да, то есть это она выбрала смерть ради сохранения своей веры. То есть это не считается самоубийством? Нет, это что касается веры, нет. Мы по веру уже с вами на прошлом уроке, по-моему, много говорили про это. Так, Б. Это мы с вами разобрали угрозы жизни человека, поэтому любой харам, кроме как покушение своего уровня, как там себе подобного, да, как покушение, на жизнь другого человека, если с этим не связано или не связано с прелюбодеянием или не связано с унижением родителей, то в остальных случаях весь харам, оно в это время, что ради спасения жизни человека, оно временно, что? Временно будет разрешенным как халяль, да. Муттар, иттирари, по необходимости разрешенные. И любая обязательность, которую ты обязан это совершить, если есть угроза жизни человека, она спадает, и эта обязанность, она отпадает. Поэтому, когда есть угроза жизни, например, можно что? Аллах Субхану сам разрешил, когда ты болеешь, не держи уразу. Все. Фарз, он уже не фарз. Намаз, угроза жизни намазу, например, там, или хирург делает операцию, здесь время намаза, он не может покинуть, сказать: о, ребят, у меня все, время намаза, я пошел. Такого нет. Он обязан завершить, это спасти жизнь человека и не обращать внимания уже на то, что у него там хоть 5-6 намазов, хоть даже несколько намазов выходит, потом он просто после операции идет и все это объединяет. Любая обязанность в исламе, она уже теряет свою силу наряду с жизнью человека. Так. Поэтому мы сказали, необходимость, когда связана с угрозой жизни человека, разобрали. Сейчас необходимость с буква Б, забывчивость. Забывчивость. Буква В – это забывчивость. Забывчивость является уважительной причиной. Забывчивость является уважительной причиной, при котором снимается грех с любого запретного или с любого обязательного действия.
Забывчивость. Которая снимает грех с любого запретного или с любого невыполненного обязательного действия. Но это только перед Всевышним. А то, что касается отношений между людьми, то, что касается ответственности перед людьми, забывчивость не является уважительной причиной. Извини, я забыл, что я тебе должен. На самом деле забыл, может, человек. Но это не означает, ну забыл, нормально все. Что он должен делать? Иди, я тебе подам, говорят, в суд и разберемся, кто здесь забыл или кто не забыл. Да? Поэтому забывчивость является только уважительной причиной перед Всевышним. То есть человек забыл прочитать намаз. Бывает, редко, но бывает. Забыл, то есть закрутился или что-то, или перепутал время. Да, перепутал время. Забыл, например, то есть тахарат взять. Бывает, намаз читает, а потом вспоминает, что он, оказывается, без тахарата взял. Потом заново перечитывает. То, что касается с Аллахом, например, забыл и покушал во время намаза. Забыл и покушал во время уразы. Но результат будет разный. Давайте вот этот момент разберем. Забыл и поел во время намаза. Во время. Это намаз, это ураза. Намаз. А это ураза. Вот это, если мы два момента пойдем, в остальных моментах жизни тоже быстро разберемся. Во время намаза поел, намаз испортился. А ураза? Что? Нет. Почему? Аллах накормил. Да? А что, во время намаза не Аллах накормил? Во время намаза. Связан с приемом пищи, а намаз не связан с приемом пищи. Одна из причин, то, что ураза связана с приемом пищи. Раз. Второе, то, что в уразе есть свобода действий, в которой мы спокойно ходим, гуляем и делаем то, что нам хочется, и из этих же действий принятие пищи. А намаз — это ограниченное пространство, в котором нельзя сувать сбоку лишние действия, типа футбол, смотреть телевизор и играть в компьютерные игры. Во время уразы это можем сделать, хотя это тоже макрух. Я так, да, чтобы чуть-чуть. А во время намаза этого нельзя делать. Намаз — это ограниченное пространство. И любые лишние движения во время намаза, они портят намаз. Если там за футбол болеешь и начинаешь кричать «молодцы» там, или что, у тебя намаз испортился. А ураза от этого не портится, да? Поэтому ураза не портится, а намаз испортился. И человеку, чтобы покушать во время намаза, надо постараться. Почему? Потому что намаз он ограничен. Или в кармане надо держать, или во рту что-то надо держать. Да? То есть половину дела ты должен намаз внести, будучи каким? Не по состоянию забывчивости, а в карман семечки положил, ты, зная об этом, что в намазе можешь похулиганичать. Или жвачку там оставил, то, что, да, то, что во рту, например, который ты можешь проглотить по ошибке или там по забывчивости. Поэтому здесь намаз портится, а ураза не портится. Но в обоих случаях, и намаз, и ураза, если человек, он сделает это по забывчивости, греха не будет. Грешным не будет, греха нет. Почему? Потому что забывчивость является уважительной причиной того, что грех не записывается. Но снятие греха, это не означает, что действие само правильное. Если грех снимается, это не означает, что действие само правильное. И также в хаджи, если человек по забывчивости или по незнанию, иншаллах мы это тоже разберем, по незнанию, например, совершает какие-то запретные действия, он не знал или забыл,
в тюбетейке ходят некоторые бабаи у нас там в хадже. Но нельзя ходить. Он или не знает, или просто по забывчивости. Он привык всегда ходить в тюбетейке. Он взял там, пришел, и в храме, самый храме, но тюбетейку одел. Ну и если там забыл, например, трусы снять, которые он или не знал, или забыл, что нельзя находиться именно в состоянии храма в трусах. Или в нижнем белье, да? Греха нет, слов без вопросов. Но за то, что намаз испортился, или в хаджи, что надо барашка резать за это, то есть надо штрафы платить за это поклонение, они не снимаются. Не снимаются. Если поэтому человек, допустим, по забывчивости забыл, такой пример можно привести там, закрыть калитку, да, и оттуда выбежало стадо, то все, если по забывчивости одно, но если он сам совершил какое-то действие и как понес какие-то там материальный ущерб соседу или кому-то, то он будет нести за это ответственность. Он не может сказать, что я не забыл, извините. Забывчивость, оно не снимает с себя обязанность. Вот это. Ответственность. Поел во время уразы и решил больше не держать, то это грех уже будет? Ну, по забывчивости, например, сел и по незнанию, например, решил, что это... Но если человек во время уразы поел по забывчивости сначала, и у него ураза не портится, но потом все-таки решил, наверное, все-таки у меня испортился, я так и так поел. То есть по неправильному своему знанию решил, сделал такой вывод и уже специально поел. От этого у него ураза портится, но он должен держать один день к одному только. Почему? Потому что шубха есть. У него есть из-за сомнения то, что на самом деле же, он же правильно, логически так подумал, что все, был мадынды бегин, короче, ашалдынды. Да? Хотя у него была уважительная причина. Аллах его простил, но он не знал об этом. Но он реально правильно подумал, что еда портит уразу. У него основание, то есть у него доказательства, на что опирается. Он же правильно думает, что еда, или воду, которую он попил, на самом деле же портит уразу. Но он не знал, что это является исключением. И незнание вот этого исключения, и он опирается на правильные доказательства, а потом специально поел, тогда ураза портится. Но из-за своего незнания у него ураза только один к одному. А если же он... Хотите, чуть-чуть мозги закипели, да? Если ураза держит, и он прогайбатил, гайбат начал говорить там, и ему другой брат говорит: слушай, брат, ты уже гайбат говорил, а ты знаешь такой хадис, что кто гайбат говорит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, у него ураза портится. Что нет смысла этому человеку держать уразу, то есть нет смысла от него, что он... Если человек говорит гайбат или гайба, да, сквернословит про другого человека, то нет смысла ему просто так голодать, говорит, ураза у тебя нету. И он пойдет специально потом покушать. Ну ладно, мне брат сказал, что у меня уразы нет там, или он подумает, что уразы нет из-за этого гайбата, и специально покушает. Тогда надо ему уже 60 дней уразы держать. 60 дней подряд. Почему? Какая разница? Потому что когда он опирался первое время на еду, еда на самом деле портит уразу. А гайбат так и с гайбатом остается. Гайбат он никогда не портит уразу. Поэтому его основание, первое, которое на гайбат основался, у него основание неправильное. И второе, то, что он уже реально покушал, то тогда уже будет 60 дней. А по ошибке же все равно ошибка. Да, но это позиция, так скажем, ханафитских ученых, я видел. А может, как брат говорит, то что на самом деле ему уже посоветовали так, и он джахль, незнание, иншаллах, сейчас будем разговаривать про джахль, незнание, как оно может тоже повлиять. А если это ученый был, который ему сказал? Если он хазрат, если это был хазрат, тогда уже, наверное, скорее всего, это уже серьезное доказательство, да, серьезное доказательство, что ему хазрат так сказал.
это уже будет, скорее всего, 1 к 1 только. Потому что у него уже серьезное основание. Потому что он воспринял это знание как основу. Это знание как основу. Ан-Нисьян. Поэтому Хазрат, будем валить все на Хазрат. Что можно сказать еще про забывчивость? Забывчивость, оно в исламе в любой ситуации снимает грех. Насчет греха можем даже не сомневаться. То, что между тобой и между Аллахом проблем нет. Человек забыл и сделал. Забыл выключить газовую плиту, и там что-то там сгорел, там, ты в гостях, нам Аллах согласен, там сгорел дом. Это жесткая позиция. Забыл там в машине выключить там прикуриватель или что-то, насос, и машина загорелась. Я не знаю, там в разные случаи может быть, Аллах согласен от этих случаев. Да, серьезные последствия. Но человек, если сделал по забывчивости, вот этого греха нельзя сказать, ты грешник там, или ты такой там очень большой глупость совершил, или это. Говорит, я не знал, я забыл, меня не спрашивайте, я об этом вообще, я спал вообще-то. В этом случае насчет греха нет у него греха. Но то, что касается последствий и возмещения ущерба, это не является уважительной причиной, чтобы... Снимать грех? Да. А? Снимать грех? Не снимает. А снимает грех, но не ответственность. Да. Не поднимется пером от тройни, да? Да. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому иногда вот очень много разногласий между масхабами по поводу забывчивости. Потому что забывчивость некоторые относятся ко всему, а некоторые относят только к греху. Вот вам и масхабы. Поэтому по забывчивости, если кто-то совершил, у кого-то намаз не портится, как в шафиитском масхабе, например, а в ханафитском оно будет портиться. Вот вам 2 масхаба уже. Все. Отношение к забывчивости. Во время хаджа. В маликитском говорят, что... Вообще и ураза портится. И в маликитском даже ураза портится. Да. Да, есть такое. В маликитском, если человек по забывчивости покушает, он тоже у него даже ураза портится. Я уж это пока не трогал, это уже граница. Так, забывчивость 3. А, Б, В. Незнание. Да. В ибадат. Ну как в ибадате? В ибадате тоже есть. В хаджи, если человек по забывчивости делает, то у него же тоже портится. Ну, например, если уж нескромный вопрос, поспал с женой, по забывчивости забыл, что в хаджи проснулся по полусонном состоянии, решил вопрос с женой там, и все, хаджа нет. Он же не может сказать потом, я забыл, что я хаджи вообще, я просто там не понял, где я нахожусь. Жену не брать. Равно, жену с собой не брать. Это лишняя трата денег и лишние проблемы. Да, у нас хорошие факихи получится из нас. Так. Поэтому забывчивость, оно в мазхабах тоже в ибадате есть эти моменты. Есть моменты. А для кого, поэтому у кого-то могут они быть, у кого-то они считаются законными, а у кого-то по забывчивости они скажут, да нет проблем, нормально. Брат, ты сделал, у тебя хадж правильный, работай дальше. Вернее, делай, совершай хадж дальше. А большинство мазхабов скажут, нет, у тебя хаджа нет, заново вернешься на следующий год. Так, забывчивостью разобрались, да? Еще пример можем привести забывчивость? Что можно отнести к забывчивости? К забывчивости можно отнести еще сон. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проспали утреннюю молитву в Бадре. И они проснулись уже и потом только перечитали. То есть, если человек проспал намаз, он тоже считается, что? Да? Кто забудет прочитать молитву, или же кто проспал намаз. Потеря сознания. Да. К этому же и потери сознания
Наверное, это состояние душевное, то есть не стоит. Да, к этому тоже как проспал. Решение. Отдельно. Но это другой пункт. Это называется анакс. Это недостаточность. Недостаточность может быть из-за возраста, маленький ребенок. Анакс может быть из-за чего? Да, разума. Недостаточность анаксуль джинси. Это будет анаксуль джинси. Не расовое, а половое разделение. Да? Половое разделение или половая недостаточность. Если анаксуль джинси. То есть недостаточно, то есть у женщинам Аллах Субхану ва Тааля сделал скидки во многих вопросах из-за того, что у них, то есть свои проблемы. Месячные. Потом джумга им ходить не обязательно. Почему? Лучшая молитва. Лучше молитва, то, что у них дома. То есть джамааты тоже не так строго соблюдаются. Во время месячных она каза делает только уразу, а не намаз. Послеродовые тоже намаз не читает. Вот это называется нахсуль джинси, то есть по половому признаку им делается скидка. Это уже другая статья, да? Забывчивость, тоже сон сюда заходит. Самое главное то, что снятие греха, это не означает снятие ответственности. Мы вот это должны с вами запомнить. Измененном состоянии. И человек, например, если по забывчивости, да, если по забывчивости поел, например, харамную пищу. Забыл, что это харамное, поел, и все. На этом тоже, поел. Или забыл, что в этом сосуде спиртное там, или что-нибудь, вино, где-нибудь там, где-то, я не знаю, такие, просто пока сразу, да. И ему просто повезло, и все. Или наоборот, у вас. Да, то есть человек, если забыл и совершил любое харамное действие, то мы смело можем сказать, что на нем греха нет. На нем греха нет. То, что касается только ответственности или же возмещения ущерба, или то, что он покушается через забывчивость на хак, право другого человека, то эта забывчивость, она не дает ему права снять с него ответственность. Да? Забывчивость не является причиной. Сейчас очень еще самая сложная тема, еще до конца я тоже с этой темой еще не могу разобраться никак, есть столько книг, времени нету читать. Это незнание, джахль. Джахль. Одна из самых тоже и является в какой-то степени и уважительной причиной, иногда неуважительной причиной. Может, иншаллах, надо заняться этим. Сколько лет мечтаю об этом завершить это. Сколько начинал, так до конца не мог закончить. Вот для серьезно. Да, вот до сих пор, например, проблема не решена. Человек говорит жене, это тебе 3 талака там. Это является уважительной причиной. Он мне так Хазрат сказал. А мне там мужик, я русского там мужика там видел рядом с служакой там. Мне говорил, да что у вас там мусульман, 3 раза там сказал, что-то талак, вот тебе и талак. От него услышал, пришел, жене сказал и все. 3 талака или 1 талак будет. Его незнание о шариате является уважительной причиной, необходимость, дарура. Он все-таки попадает под дарура со своим незнанием. Или же не является причиной. В разводе сказали, вроде нет. В разводе, да. Самое мнение среди ученых, что в вопросах развода незнание не является уважительной причиной. То есть никях умеешь считать, так и умей разводиться. Вот. Поэтому то, что ты не знал, не является уважительной причиной. В других местах твое незнание. Он не знал, например, там всю жизнь молился, допустим, он не знал, что надо масах головы делать. Или не знал каких-то. И опять-таки незнание делится на 2, зависит по географическому расположению. Делится на 2 по географическому признаку, географическому положению. Некоторые вопросы территориальные, да? Территориальные, да? Да, территориальные.
Некоторые вопросы могут являться уважительной причиной здесь, в России, но не могут являться уважительной причиной в Дубае или в Саудии. То, что кто-то человек, если не умеет, что такое намаз в Саудии, он будет ответственность, и его за это могут наказать. И он не может сказать, я не знал, я не слышал, что такое намаз. Как ты не умеешь, когда у тебя таксисты в Египте ездили, он Коран хафиз, он знает наизусть Коран, потому что у него везде по радио Коран, а ты не знаешь, что такое намаз. Да? Поэтому, живя в мусульманской стране, незнание некоторых вопросов о намазе, о уразе, о закяте, о хадже, ну ладно, еще хадж может где-то в территории, кроме Саудии, в других странах, то понятно, может он не знает. Что эти вещи харам, что, например, спиртное харам, что зина харам, например, или что-то. Живя в мусульманской стране, если он не знает, это значит его проблема. То есть то, что он сам оградировался или закрылся от этого общества, и для него не является уважительной причиной, и он будет грешник за это. А кто живет, например, в России или Европе, где вообще непонятно, да, никогда не слышал, что такое намаз, никогда не слышал, ну как у нас не знали, что ураза фарс, не знали, что закят это обязательно, то для них это может быть уважительной причиной. Уважительной причиной. Сейчас мы с вами вкратце постараемся, так, у нас время есть, да, еще? Ну, да, вот как раз, наверное, джахаль разберем, иншаллах. Вкратце разберемся, где есть незнание, джахаль, уважительная причина, а где неуважительная причина. Первое. Не является уважительной причиной в вопросах имана, в вопросах веры или имана. А? Да. Первое, в вопросах имана. Почему в вопросах имана незнание не является причиной? Первоочередная обязанность. Да, то есть это уже будет фитра, которая заложена в человека. И если это фитра, если человек слышит, и он не может сказать, Аллах, мне доказательств не привели или что-то, в вопросах имана, это не является причиной. И кафир, например, неверующий человек, он не может сказать, ну я не хотел знать, я или не знал об этом, или это не является уважительной причиной, чтобы отвергать, например, иман. Это одно. Но если до него вообще не дошло, он не знал, например, где-нибудь там аборигены на островах где-нибудь, или в Центральной Африке где-нибудь живут, или же где-нибудь в Якутии там каких-то за оленями гоняются, да, то есть вообще оторваны от веры, оторваны от ислама. Они никогда не слышали, что такое ислам, что такое Мухаммад, что такое вообще там Палестина, да, то тогда для них будет отдельный суд. Для них это будет являться уважительной причиной не из-за джахля, не из-за незнания, а из-за того, что они являются из той категории людей, ахлюль фатра называется. Да? Очень не дошел. Да, для них это не дошел ислам. Да. Второе, не является уважительной причиной, касается всех мусульман, то, что явно известно, из положений ислама. Положений ислама. То, что явно известно из положения ислама. Поэтому, если человек, живя среди мусульманского общества, или живя вообще, где уже сталкивается с мусульманами, видится с мусульманами, он не может сказать, я не знаю, что такое платок, я не знаю, что такое талак, я не знаю, что такое намаз, я не знал, что такое ураза.
практически по телевидению объявляют об этом, там, Ураза Байрам, Курбан Байрам, я не знаю, что такое Курбан. Это тоже не является причиной сказать, что я не знал, я не слышал об этом. Поэтому судный день, да, здесь понятие просто хотел или не хотел, принял или не принял. Поэтому судный день он не сможет сказать то, что об этом вообще я не знал. Поэтому же говорят же, что 11 сентября, который вот американцы сами взорвали вот эти свои башни, они сделали такой дагват в мире, что об этом, если исламом, говорят, не интересовались даже во всем мире, они такой дагват или объявили просто людям об исламе, что наоборот много людей приняли в ислам, начали узнавать, ну что за эта вещь, которая напала на нашу Америку. Там, Они наоборот, вот эти антиреклама такая огромная, она наоборот сыграла роль, то, что очень многие услышали об исламе. А остальное уже, главное же донести Аллаху Субхану ва Тааля, а потом уже Аллах Субхану ва Тааля сам даст людям, выбирают, они выбирают, не выбирают. Главное, до них дошел звук ислама. Звук этого дава. Да. Вот. Поэтому в основном здесь что явно известно из положения ислама, например, намаз, ураза, да, курбан байрам или там ураза. Это все на них джахаль здесь не является уважительной причиной, что человек не может сказать, что я не знал об этом, не слышал об этом. И к этому к чему я подвожу, то, что явно известное положение ислама, к этому же ученые относят и вопросы талака. Вопросы талака. Второму. Не то, что в вопросах веры, а то, что явно из положения ислама, они говорят, ну как же человек не может понять, если он мусульманин и не понимает, что такое никах. Практически любой даже далекий от ислама человек, хотя бы чуть-чуть, что он хочет, чтобы ему никах прочитали. Хотя он и намаз не знает, и уразу не знает, но не хочет, чтобы никах почитали, чтобы ему именно речение сделали по исламу и чтобы его похоронили по исламу. Вот основные три задачи, которые любой человек себя чем-то хочет отнести себя к данной нации или, вернее, обществу через эти три положения. Именно речение, вот от никах, через свадебный процесс и свадебный обряд, и захоронение. То есть все равно любой человек в конце жизни я хочу, чтобы меня похоронили там-то, в мусульманском кладбище или там в христианском кладбище. Поэтому вот эти вещи, они говорят, что человек все равно, он не может сказать, я не знал, не хотел об этом. Ну, Аллаху алям. Ну, обрезание, наверное, не столько, наверное, обрезание, потому что сунна это вообще, оно не является как обязательное что-то действие. Суннат каутурту. Если даже был бы обязательным, тогда, может быть, говорили бы. А суннат каутур тоже это фитра вообще. Не основная цель ислама. Джахл. И джахаль и нисьян, забывчивость и незнание, они находятся рядом. Но забывчивость, оно полностью снимает, потому что это как бы связано с физиологической стороной человека, то, что на самом деле как его основа. И в любом случае, если человек забыл, он похож на кого? На как спящего, на сумасшедшего, да, то есть полностью которого, да. Или он забыл, как будто бы он вообще здесь ни при чем. Как будто его здесь нет. Поэтому со стороны греха забывчивость, оно легче проходит. А то, что незнание, это уже еще оставляет какую-то ответственность за человеком, то, что незнание. А в чем проблема этого его незнания?
Здесь уже можно придираться ему. Бездействие. Да, твое вот это бездействие, или твое закрытие от общества, и незнание, то, что ты обязан был совершить, получить знания, ты что не научился намаз читать, там уразу держать, или законоположения какие-то. И человек просто так, здесь уже идет разговор на основе разума. Почему? Уже много вопросов возникает. Твое незнание вытаскивает очень много вопросов, за которые тебя можно спросить. Вот поэтому здесь пророк, если сказал, «Руфи'ун уммати саляс», да, то, что 3 момента от моей уммы были как бы сняты или приподняты, это говорится только о грехе. То, что анисиан, да, аль-хата, ошибка. К этому ошибке относится и вот это как раз некоторые положения джахля, незнания. Он ошибся, значит он что-то не знал. Поэтому незнание человека, может быть, в какой-то случае это приводит к чему? К какой-то ошибке, правильно? Он не знает, как водить машину. И ошибается, первый столб его, да? То есть незнание человека приводит к какой-то ошибке, или там вместо того, чтобы после первой коробки передач на ГДО, он включает там заднюю. То есть вот это незнание приводит к поломке автомобиля. Да? Это значит, незнание идет к хата, к ошибке. Он не знал, как делать, и ошибся, и тем самым испортил. Или же незнание приводит, как иногда может быть, как забывчивость. Он не знал об этом вообще. Например, не знал, что время намаза наступило. И не знал, что время намаза вышло. Он похож на кого? На забывчивого человека, да? Да он вообще у него часы перепутались, или там думает, смотрит, еще вроде бы солнце зашло, он начинает кушать, оказывается, там было облако, и солнце обратно взошло. Да? В этом случае его положение похоже на кого? На забывчивого. Да, на забывчивого человека. Поэтому иногда вот эти понятия джахль, оно до такой степени очень расширенное, поэтому в некоторых случаях он может быть человек быть похожий на забывчивость, в некоторых на ошибку. А вариативной причиной является, если в процессе получения знаний произошла ошибка? Но если произошла ошибка, это будет являться уважительной причиной, да, по мере, да. Но знание он старался получить. В этой части, например, что-то он пропустил. Да. Получается, где-то он грешен будет, да, частично, а где-то не грешен. Да. Поэтому вот это джахль, незнание, вот это будет грешен, все это будет зависеть от его стараний или что-то. Но тоже связано и с медициной. Тоже, например, если по медицине он там в Инстаграм гулял и всегда статусы ставил, да, и постоянно был в интернете. И то, что во время уроков он свое потом приводит к тому, что он не знает, как делать операцию, и во время операции обращается Google, подскажи. Окей, Google, если обращается, как делать там операцию на сердце, да? Вот это нельзя сказать уже, что забывчивость. Да? Это уже будет проблема, то, что уже будет нести ответственность и сказать, нет, он не знал, он ошибся, и на нем греха нет, этого не будет. И с исламом точно, да, с исламом точно то же самое. В некоторых моментах, если он солнце перепутал, или это не его вина была, вина облака, или то, что он, например, да, еще не подрасчитал, то, что от него зависящие факторы, или хирург, то, что когда отключилось электричество, тогда, конечно, на нем нет. А когда уже сам подвел к этому своими руками, это уже будет, конечно, будет нести ответственность. В исламе точно то же самое, как и с медициной. Вот. И джахль это очень такая тема отдельная, хоть его там целый год разбирай. Джахль. Понятно, да? Все, тамам, значит, иншаллах, мы пока первое, второе правило с вами разобрались. На следующей неделе, Аллах.